великого святого места Ши-Майяпур-Дхамы, милостью Радхарани, я сейчас нахожусь в этом удивительном, прекраснейшем месте, где можно удариться об любовь и не пораниться. მოგესალმებით ახლა წმინდა ადგილიდან მაიაპურიდან და რადარანის წყალობით ახლა აქ ვიმყოფები ამ საოცარ ადგილზე, სადაც შეიძლება სიყვარულში ჩავარდე და არაფერი დაგემართოს. Могу с уверенностью сказать, что лучших минут в моей жизни нет. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ უკეთესი წუთები ჩემს ცხოვრებაში არ არის. Причина простая. Божества удивительны по своей природе. Они готовы выйти из алтаря и дать нам все, что необходимо для великого счастья. მიზეზი მარტივია. ღვთაებებს შეუძლიათ გადმოვიდნენ ალტარიდან და მოგცენ ის ყველაფერი, რაც აუცილებელია უდიდესი ბედნიერებისთვის. Я задался целью, вспомнив слова Шрилы Прабхупады о том, что если у нас нету качеств, то мы должны поступать так, как будто они уже у нас есть. მე მიზანი დავისახე იმით, რომ გავიხსენე შრილა პრაბჰუპადას სიტყვები, რომელიც ამბობს, რომ თუ თვისებები არ გვაქვს, ისე უნდა ვიმოქმედოთ, თითქოს უკვე გვაქვს ისე. И я спросил у Шримати Радхарани, могу ли я говорить им, что я уже люблю их, хотя у меня любви нет. და მე ვკითხე შრიმატი რადარანის, შემიძლია მე მათ ვუთხრა, რომ უკვე მიყვარს ისინი, იმის მიუხედავად, რომ სიყვარული არ მაქვს. И я получил подтверждение, что, оказывается, имеем право на это. და მე მივიღე ამის დასტური, რომ როგორც ჩანს, გვაქვს სამის უფლება. И когда я попробовал от всего сердца произнести «Я люблю вас», я вдруг почувствовал, что этот мир отступил от меня полностью. და როდესაც მთელი გულით წარმოვთქვი, მე თქვენ მიყვარხართ, მიგრძენი, რომ მთლიანად ამ სამყარომ უკან დაიხია ჩემგან. Это удивительное состояние такого материального обнуления полностью. ეს არის საოცარი მდგომარეობა, მატერიალური განულება სრულიად. Это состояние, в котором ты можешь сделать то, что никогда даже не подумал бы, что это возможно. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც შეგიძლია გააკეთო ის, რის გაკეთებასაც არასდროს epikrebdi, რომ შეიძლება. Мы связаны незримо нитями, и когда я хочу подлечить кого-то, я должен начать с себя. და ჩვენ ერთმანეთზე ძაფებით ვართ დაკავშირებული და თუ ვინმეს если я хочу кого-то не понял, что сделать? Если кого-то хочу подлечить, თუ ვინმეს განკურნება მსურს, ჯერ ჩემი თუნდა დავიწყო. я должен начинать лечить себя. მე ჯერ ჩემი თავის განკურნება უნდა დავიწყო. Если я хочу вам помочь, я должен научиться помогать себе. თუ მე თქვენი დახმარება მსურს, მე უნდა ვისწავლო ჩემი თავის დახმარება. В чем же помощь? Это очищение, очищение, очищение. და რაშია დახმარება? ეს არის განწმენდა, განწმენდა, განწმენდა. Мы связаны нитями ума в этом пространстве, это без сомнения. ჩვენ ჭკუის ძაფებით ამ სივრცეში დაკავშირებული ვართ უეჭველად. И по этим нитям ходит энергия, она наполнена гунами материальной природы. და ამ ძაფებში ენერგია მიედინება და ის სავსეა მატერიალური ბუნების გუნებით. И учитывая то, что я связан с окружающими этими нитями ума, я эманирую ту энергию, которую аккумулирую в себе. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ ჭკუის ძაფებით ერთმანეთთან ვართ დაკავშირებული, მე იმ ენერგიას ემანირებას ვახდენ, რომლის აკუმულაციასაც ჩემს თავში ვახდენ.
Это значит, если я забочусь о том, чтобы к вам не пришла никакая плохая энергия, я должен исцелиться сам. ეს ანუ თუ მე იმაზე ვზრუნავ, რომ თქვენთან არაფერი ცუდი ენერგია არ მოვიდეს, ჯერ მე თვითონ უნდა განვიკვირი. Поэтому я прошу вас, примите мое признание, пожалуйста. ამიტომაც მე გთხოვთ მიიღეთ ჩემი აღიარება. Причина простая. Я очень этого хочу. Быть полезным вам. მისესი მარტივია, მე ეს ძალიან სურს, რომ სასარგებლო ვიყო თქვენთვის. Сегодня нам предстоит увидеть, услышать, прочувствовать с шестой песни Шримад Бхагаватам удивительные истории и трансформацию энергии. Обязательно давайте посмотрим, что же нам предстоит. ჩვენ დღეს მოვისმენთ საოცარ ისტორიებს რიმად ფაგავატამის და ენერგიისა ტრანსფორმაცია მოხდება. მოდი წარმოვიდგინოთ რა გველის წინ. Это Бхагавата Пурана сияет, словно солнце. ეს ფაგავატა პურანა მზესავით ანათებს. И она зашла сразу после того, как Господь Кришна вместе с ним религия, знания и прочее удалился в свою обитель. ეს ამოვიდა მაშინვე, რაც უფალი კრიშნა რელიგიასთან, სოდნასთან და სხვა დანარჩენებთან ერთად წავიდა თავის სამყოფელში. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. ეს პურანა მოუტანს სინათლეს იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს ხედვის უნარი კალის ეპოქის უკუნით ხვრიათში. Итак, самоосознание означает, что формула йоги «спаси себя, и тысячи спасутся вокруг тебя». თვითრეალიზაცია არის იოგას ფორმულა, საკუთარი თავი იხსენი და 1000 გადარჩება ამით ჩვენს გარშემო. Иначе говоря, познав себя, познаешь мир. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საკუთარი თავის შეცნობით შეიცნობ მთელ სამყაროს. Итак, мы не можем отвергать одну аксиому, что мы все взаимосвязаны, в том числе эмоционально. ამგვარად ჩვენ ვერ უარყოფთ ერთ აქსიომას, რომ ჩვენ ერთმანეთთან ყველა კავშირში ვართ, მათ შორის ემოციურად. Когда эмоции передаются, мы видим, как это влияет на наше настроение. როცა ემოციები გადაეცემა, ჩვენ ვხედავთ ეს ჩვენს განწყობაზე როგორ მოქმედებს. Иногда, иногда получается так, что мы очень желаем что-то изменить в нашей жизни, но не получается. ზოგჯერ ისე გამოდის, რომ ძალიან გსურს ჩვენს ცხოვრებაში რაღაც შევცვალოთ, მაგრამ არ გამოდის ეს. И эти помехи, они приходят извне. და ეს ხელის შემშლელი ფაქტორები გარედან მოდის. Но дело в том, что эти помехи являются ответом на наше послание в прошлом. თუმცა საქმე იმაშია, რომ ეს ხელის შემშლელი ფაქტორები არის პასუხი ჩვენი წარსული გზავნილის. Поэтому как важно эманировать только сладость, только любовь, только признание. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმანირება მოვახდინოთ მხოლოდ სიყვარულის, მხოლოდ შემეცნების, სიხარულის. Иначе говоря, что мы раздаем, этим дышим. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რასაც ვარიგებთ, იმას უსუნთქავთ. Естественно, это создает впечатление и влияние на дальнейшую нашу судьбу. და ეს, რა თქმა უნდა, ქმნის შთაბეჭდილებებს და გავლენას ჩვენს მომავალ ბედზე. И теперь у меня к вам большая просьба, давайте отнесемся к информации, которая придет из Шримад Бхагаватам как к чему-то очень живому, и, возможно, можно дотронуться до этого, получить впечатление. ახლა კი თქვენთან თხოვნა მაქვს, მოდით შრიმად ფაგავატამის информაციას, რაც იქიდან მოვა, მოვეპყროთ როგორც რაღაც ცოცხალს და მაშინ შეიძლება შთაბეჭდილება მოვიდეს ამისგან. Песня 6, глава 18, текст 23. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasудевая. Если есть возможность находиться в видеоформате, я бы просил это сделать обязательно, თუ თქვენ потому გაქვთ что საშუალება, это очень ущербные отношения. თუ თქვენ გაქვთ საშუალება ვიდეო ფორმატში იყოთ, გთხოვთ ეს გააკეთოთ. Э, Мы и так ограничены в формате тем, что видим только, мы иногда слышим, и то искаженные звуки. Зачем же нас еще визуально ограничивать друг друга? ისედაც Впечатление, впечатление остается как бы пофигизм практикуем. Вряд ли это удачный выбор. აა, ისედაც შეზღუდული ვართ, მარტო ხედვა შეგვიძლია და ასევე მოსმენა. ხან უხარისხოდაც ვისმენთ და რატო შევიზღუდოთ კიდევ თავი, რომ არ გამოუჩნდეთ. Окей, благодарю вас. Шишуга увачам, хатапутра дити шакра паршни грахена вишнуна манюна шока диптена шаланти парья чинтаят. Шишукадева Госвами сказал, чтобы помочь Индре, Господь Вишну собственноручно убил двух братьев Хираньякшу и Хираньякашипу. Узнав о гибели своих сыновей, охваченная горем и гневом Дити, стала вынашивать планы мести. Я очень прошу так с выражением, переведите это, чтобы люди почувствовали это. შეშუკადება გოსვამიმ თქვა, იმისთვის, რომ ინდრას დახმარებოდა, უფალმა ვიშნუმ ორი ძმა, ჰირანიაკშა და ჰირანიაკაშეპუ სიცოცხლეს გამოასალმა. შვილების სიკვდილით დამწუხრებულმა და განრისხებულმა დედა დიტიმ სამაგიეროს მიგებაზე ფიქრი დაიწყო. Как месть будет? სამაგიერო Сабаги. Ага. Чакшурун милитам енам, тасмай ши гураве намахам. Ши чайтанья манопиштам, стапитам ена путале, сваям рупах кадамахьям. Дадати свападантикам. Тринядапи суниченам, тарорапи сахишнунам, аманина манаденам, киртаньях сада хари. Итак, Шишукадева Госвами сказал, посмотрите, пожалуйста, как удивительно деяние Верховной Личности Бога. Господь Вишну собственноручно убил двух братьев Хираньякшу и Хираньякашипу. Это чтобы помочь Индре. У вас микрофон отключен. Да. Прочитать стих или... Нет, 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 нет. Именно, если вы увидели, я перефразировал немного этот стих. То есть А, я хотел подчеркнуть, что помощь Индре. Кто такой Индра? Индра – это преданный Господа, без сомнения, великая личность. Но давайте обратим внимание на то, что он не причислен к лику святых. ა, ინდრა დიადი პიროვნებაა და უფალმა ისინი სიცოცხლე ზუსტად იმიტომ გამოასალმა, რომ ინდრას დახმარებოდა, მაგრამ რომ დამოუკვირდეთ, ინდრა თლად წმინდანიც არ არის. Итак, обратите внимание, пожалуйста, когда мы вычитываем из Бхагаватам,
что это Индре помог Господь, это не означает, что нам Он не способен помочь так же, как и Индре. როცა ვკითხულობთ შრიმად ფაგავატამიდან რომ უფალმა ინდრას დაეხმარა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმას არ შეუძლია ჩვენც დაგვეხმაროს როგორც ინდრას. У Индры есть прямые отношения с Богом. В этом разница между теми, кто не доверяет Богу, и самим Господом Индры. ინდრას პირდაპირ ურთიერთობა აქვს ღმერთთან და ამაშია განსხვავება მათ შორის, ვინც ღმერთს არ ენდობა და თავად ინდრას შორის. Наше учение, оно глубоко персональное учение. ჩვენი სწავლება ღრმად პერსონალური სწავლებაა. И по этой причине можно сделать простой вывод: если я выйду на прямые отношения с Богом, у меня есть шанс заручиться поддержкой Верховной Личности Бога тоже в своих каких-то трудных моментах жизни. და ეს ნიშნავს, რომ თუ მე ღმერთთან პირდაპირ კონტაქტზე გავალ, ეს ნიშნავს, რომ ჩემი ცხოვრების რთულ მომენტებში მეც მივიღებ დახმარებას. Итак, все зависит только от связи, от контакта, от йоги. ამგვარად ყველაფერი დამოკიდებულია მხოლოდ კავშირზე, კონტაქტზე, იოგაზე. Значит, что такое йога? Это очищение чувств. Бхакти-йога. რა არის იოგა? ფაქტი იოგა არის გრძნობა და განცმით. Это значит, что я не выдумываю жизнь, а живу, принимая во внимание, что первое лицо в моей жизни – это Верховная Личность Бога, а я Его слуга. არამედ მე კი არ ვიგონებ ცხოვრებას, არამედ ცხოვრობ ისე, რომ თან მესმის და ვიაზრებ, რომ პირველი სახე ჩემ ცხოვრებაში არის უზენაესი უფალი, მე კი მისი მსახური ვარ. Итак, Индра что делает? Он служит, он управляет. Управляет для того, чтобы в его ведомстве, в ведомстве Господа был порядок. და ინდრა რას აკეთებს? ის მსახურობს, ის მართავს იმგვარად, რომ წესრიგი იყოს სამყაროში. Итак, смотрите, значит, он успешный, как слуга. Иначе как понять, что Господь Кришна лично перевоплотился в Нрисимхадева, да, чтобы убить Хираньякашипу? Это же нужно обязать Бога, да, таким образом, чтобы он принял какое-то особое, ну, состояние, где благословения Господа Брахмы, они были услышаны Богом, и он все эти благословения учел. Обратите внимание, он нашел нишу, в которой поместился, чтобы помочь преданному. ესე იგი ინდრა სწორად ემსახურება სხვაგვარად მის გამო რატომ გადაიქცეოდა ნრისიმჰადევას ფორმით და მოკლავდა ჰირანიაკაშიპუს. ესე იგი კმაყოფილი იყო ინდრათი. Теперь давайте посмотрим, что происходит с Матаджи Дити. Дити, она была, естественно, из клана демонов. და ახლა კი შევხედოთ რა იმართება მატაჯი დიტის. ის დემონთა კლანიდან იყო. Охваченная горем и гневом, Дити стала вынашивать планы мести. ის იყო დამწუხრებული და გაბრაზებული და დაიწყო შურისძიებაზე ფიქრის გეგმები. Обратите, пожалуйста, внимание, что это находится в гунах невежества и страсти уже. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ეს უკვე უმეცრების და უნების გუნებში იმყოფება. А она является супругой великого преданного Кашьяпы, мудреца, мистика. ის კი არის მეუღლე დიადი ერთგულის მისტიკოსის კაშიაპასი. Он был очень могущественным мистиком. ის ძალიან ძლევამოსილი მისტიკი იყო. Это душа, которая обладала видением трикалагья. ეს იყო სული, რომელიც ფლობდა ტრიკალაგიას ხედვას. То есть ему было ведомо прошлое, настоящее и будущее. ანუ ის ხედავდა წარსულს, საწყოს და მომავალს. Итак, здесь сейчас мы столкнемся в следующем стихе. Обратите внимание, что диктуют гуны природы. Этой великой женщине, это не простая была женщина, она была великая, Дити, потому что была замужем за великим Кашьяпой. ეს უბრალო ქალი არ იყო, ეს დიადი ქალი იყო, რადგან დიადი კაშიაპას ცოლი იყო. Но гуны природы, которые овладели ее сознанием,
Посмотрите, что дальше будет происходить. Сейчас это удивительно. მაგრამ შევხედოთ რა მოხდება შემდეგ, რა გაუკეთა ამ ბუნების გუნებმა, რომელმაც მისი ცნობიერება მოიცვა. Текст 24. Тадану бхартри хантарам индриарамам улбанам акринна хридаям папам катаитва шае сукхам. Перевод. Когда же я смогу вздохнуть с облегчением, уничтожив этого греховного, жестокого и бессердечного сластолюбца Индру, который с помощью Господа Вишну так безжалостно расправился с моими сыновьями Хираньякшей и Хираньякашипу. უფალმა ინდრამ, ხორციელ სიამოვნებათა მოყვარულმა, მზაყვარმა, გულქვამ და ცოდვილმა, უფალი ვიშნუს დახმარებით ორი ძმა, ჰირანიაკშა და ჰირანიაკაშიპუ მომიკლა. მე კი როდის მოვისვენებ და გულს როდის დავიწყნარებ მისი განადგურებით. Давайте обратим внимание, пожалуйста, на то, что находясь в этом состоянии горя и гнева, автоматически какие помыслы вынашивает эта благородная леди. ახლა კი ყურადღება მივაქციოთ, როდესაც წუხარების და ბრაზის მდგომარეობაში ვართ, ავტომატურად როგორ აზრებს წარმოთქვამს ეს ლედი. Она уничтожает себя тем, что критикует Индру и критикует очень серьезно. Она его называет греховный, жестокий, бессердечный сластолюбец Индра. და ის საკუთარ თავს იმით კლავს, რომ ინდრას აკრიტიკებს და ეძახის სიტყვებს ხორციელ სიამოვნებათა მოყვარული, მზაყვარი, გულქვა, ცოდვილი. И что хочет уничтожить этого греховного Индру? და სურს, რომ გაანადგუროს ეს ცოდვილი ინდრა. Такие мысли, когда вынашивает душа, какая обратная связь, учитывая то, что как аукнется, так откликнется? და როდესაც სული ასეთ აზრებს ახორციელებს, მაშინ რა პასუხი იქნება უკავშირი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ როგორც წამოვიძახებთ, ისე პასუხს გაგვეცემ. Это разрушит любого. ეს გაანადგურებს ნებისმიერს. Но милостью Кашьяпы она все-таки преобразуется, преобразует свою эту энергию злобы, потому что Кашьяпа, он был очень зрячий и мудрый, и он даст ей потом очень... Она хоть и хитра и коварна в своем месте, но Кашьяпе Господь дал это очень интересный метод, как преобразовать эту энергию. თუმცა კაშიაპა ძალიან ძლევამოსილია უფალმა მისცა საინტერესო მეთოდი ეს ენერგია როგორ გარდასახოს, ამიტომაც იმის მიუხედავად რომ ძალიან ეშმაკურად იქცევა რომ ეს თავის გეგმები შეასრულოს, კაშიაპა მაინც მოახერხებს მის ტრანსფორმაციას. Не только хитро, но и коварно. ასევე მზაკრულადაც იქცევა. Вот. Поэтому здесь очень важно посмотреть, что с ней происходит. Бедняжка, да? Да, это горе, это понятно. Но она же месть вынашивает, убить Индру и таким образом ввергнуть эту вселенную фактически в хаос. ის ფაქტობრივად შურისძიებას ცდილობს რომ ქაოსში ჩააგდოს ეს სამყარო იმით რომ ინდრას მოკლავს. Можете себе представить, ей достаточно удовлетворить себя, а вот хоть вся вселенная пускай сдохнет. წარმოვიდგინეთ, მისთვის მთავარია საკუთარი თვითონ იყოს კმაყოფილი და თუნდაც მთელი სამყარო განადგურდეს. Поэтому за рулем всегда один, а все остальные уважаемые пассажиры. ამიტომაც საჭესთან მხოლოდ ერთი ზის, ყველა დანარჩენი კი პატივცემული მგზავრები არიან. Я о чем говорю? У Матаджи Дити на себя очень много взяла. იმას გულისხმობ, რომ მატაჯი დიტიმ საკუთარ თავზე ძალიან ბევრი აიღო. Это значит, что она вышла из повиновения мужа. ეს ნიშნავს, რომ ის გამოვიდა ქმრის მორჩილებიდან. И гнев опустошил ее память.
ბრაზმა მისი მეხსიერება დააცარიელა. Она забыла о том, что она служанка. И здесь только в ближайших вот стихах проявится, как она, используя естественное свое положение, как оружие против Индры. და შემდეგ ლექსებში გამოვლინდება, რომ მან გამოიყენა თავისი ბუნებრივი მდგომარეობა, როგორც იარაღი ინდრას წინააღმდეგ. А в этом настроении она была бы просто счастлива. У меня завис интернете news ишемос. Если бы она была в этом настроении, естественно, не коварно, а естественно, она была бы счастлива. ის რომ ამ მდგომარეობაში ბუნებრივად ყოფილიყო და არა მზაკრულად, მაშინ ის ბედნიერი იქნებოდა. Итак, текст 25. Крамивит пасма самджнасид, ясешеп хихитасячам, путаптруктат, критес вартхам кимведан нирайо ятахам. Тело любого правителя, царя или вождя после смерти обращается в червей, помет или пепел. Как может тот, кто ради сохранения своего бренного тела с жестокостью убивает других, понять настоящий смысл жизни? Это невозможно, ибо он не ведает, что, причиняя зло другим, неминуемо попадет в ад. სიკვდილის შემდეგ მეფეებად და დიდ წინამძღოლებად ცნობილი ყველა მმართველის სხეული ჭიებად, განავლად ან ფერფლად იქცევა. თუ ვინმე საკუთარი წარმავალი სხეულის შესანარჩუნებლად სხვას კლავს, ნუ თუ იცის მან, რა არის ცხოვრების ჭეშმარიტი მიზანი. ცხადია რომ არა. მან არც ის იცის, სხვათა მიმართ ბოროტად განწყობილი რომ უთუოდ ჯოჯოხეთით ჩავარდება. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. Кому бы ни принадлежало материальное тело, даже великому императору, от него в конечном счете останутся лишь черви, помет или пепел. Следовательно, тому, кто чрезмерно привязан к телесным представлениям о жизни, явно недостает разума. კომენტარები. უდიდესი ხელმწიფის მატერიალური სხეულიც კი სიკვდილის შემდეგ განავლად, ჭიებად ან ფერფლად გადაიქცევა. ასე რომ პიროვნება, რომელიც მეტისმეტადაა სხეულისეულ წარმოდგენებს მიჯაჭვული, უთუოდ გონებად ნაკლულია. Здесь есть очень интересный момент, на который хочется обратить особое внимание. Она грамотна духовно. აქ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, ის სულიერად განათლებულია. То есть у нее очень широкий диапазон мышления. ანუ მას ძალიან ფართე აზროვნების დიაპაზონი აქვს. То есть она прекрасно понимает, что, находясь в этом теле сама в том числе, что она вечная душа. ანუ მას ძალიან კარგად ესმის, რომ ის მარადიული სულია და იმყოფება ამ სხეულში. Но материнское чувство ее обязывает сейчас. Обратите внимание на силу любви матери. Материнское чувство обязывает ее сейчас, что она хочет, чтобы Индра пожертвовал своим телом, чтобы ее детей не тронули. თუმცა დედობრივი გრძნობა იმდენად ძლიერია, რომ მას სურს, რომ ინდრამ საკუთარი სხეული გაწიროს იმის გამო, რომ მის შვილებს არ შეეხონ. То есть ожидать от матери объективности не стоит. ასე რომ დედისგან ობიექტურობას ველოდეთ არ ღირს. Она никогда не сможет быть объективной. ის ვერასდროს შეძლებს, რომ ობიექტური იყოს. Она живет сердцем. ის გულით ცხოვრობს. Удивительно. Шрила Прабхупада меня очень смешит, как он делает это следовательно, он говорит, тому, кто чрезмерно привязан к телесным представлениям о жизни,
Явно не достает разума. Какой юмор, обратите внимание. შილა პრაბჰუპადა მაცინებს ხოლმე ის ამბობს, რომ ვიც მეტის მეტადაა სხეულისა უწარმოდგენებს მიჯაჭვული, რომ თუ უთუოდ გონება ნაკლულია. То есть это даже оскорблением нельзя считать. შევარაცხყოფათაც კი ვერ ჩავთვლით ამათ. Просто факт. А теперь вопрос, каким образом мы к этому факту можем прийти, очищая свои чувства, очищая, очищая, очищая. ასე ეს უბრალოდ ფაქტია, ამიტომაც როგორ მოდით ვნახოთ, როგორ შეიძლება ამ ფაქტთან მივიდეთ, ისე რომ გავწმინდოთ ჩვენი გრძნობები. И я еще позволю себе 26-й текст. თავისუფლებას მივცემ 26-ე ტექსტით წავიკითხო. Ашанася тасиедам трувам унатта четаса мадашо шака индрасям пуядьена судохимен. Перевод. Дити думала. Индра решил, что его тело бессмертно, и потому не знает удержу. Так пусть же у меня родится сын, который излечит Индру от его безумия. Я добьюсь этой цели, чего бы мне это ни стоило. თარგმანი დიტი ფიქრობდა ინდრას თავისი სხეული მარადიული ჰგონია და ამიტომაც თავშეუკავებელია. ამიტომ სურს ისეთი შვილის ყოლა, რომელიც ინდრას ამგვარი სიგიჟისგან განკურნავს, ანუ მოკლავს. მე მაინც მივაღწევ ამას, რადგან უნდა დამიჯდეს. Обратите внимание, чего бы мне это ни стоило. То ყურადღება есть, მიაქციეთ, რადგან არ უნდა დამიჯდეს. то есть человек, эта душа готова на любые поступки. ანუ ეს სული მზად არის ნებისმიერი ქმედებისთვის. А теперь вопрос, как это она хочет осуществить с помощью своего благочестивого мужа? ახლა კი შეკითხვა, როგორ შეუძლია ეს, როგორ ფიქრობს ამის განხორციელებას თავისი კეთილშობილი ქმრის საშუალებით? Что мы видим в другом человеке? Свое собственное отражение, верно? სხვა ადამიანში რას ვხედავთ? საკუთარი თავის ანარეკლს, ხომ ესეა? И вот она Индру называет безумцем, და ინდრა მას გიშს უწოდებს ინდრას ის. хотя сама в гневе стала безумной. თუმცა თვითონ ბრაზში თვითონ გახდა ეს გიჟი. Поэтому она ничего в нем другого не видит, кроме безумства. ამიტომაც მასში ის სხვას ვერაფერს ხედავს სიგიჟის გარდა. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Того, кто погряз в телесных представлениях о жизни, шастры приравнивают к животным, таким как корова или осел. Дити хотела наказать Индру за то, что он опустился до уровня животного. კომენტარები. ის, ვინც სიცოცხლეზე სხეულისეული შეხედულებებით ხელმძღვანელობს, შასტრებში ძროხასა და ვირთანაა გაიგივებული. დიტის სურდა დაესაჯა ინდრა, რომელიც ცხოველის დონემდე დაეცა. Омагьяна Тимирандасья Гьянанджана Шадакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Манопиштам Стапидамена Путале Сваям Рупах Кадамахьям Дадати Свападантикам. Тринята Пису Ничина Тарурапи Сахишнуна Аманина Манадена Киртаниях Сада Хари. Шри Шукадева Госвами сказал: обратите, пожалуйста, внимание, из чьих уст это выходит от нитя ситхи, от величайшей, вечно освобожденной души. Почему акцент такой делаем? Дело в том, что вибрации, исходящие от этой души, они трансцендентны, они очищают наши чувства. И когда мы внимательно слушаем то, что он сейчас повествует, мы очищаемся. შრი შუკადევა გოსვამიმ თქვა, რატომ მოაქცევთ ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს სიტყვები, რომლებიც ამგვარი დიადი პიროვნებისგან გამოდის, ტრანსცენდენტულია და როცა ჩვენ მას ვისმენთ, ჩვენც ვიწმინდებით. Чтобы помочь Индре, Господь Вишну собственноручно убил двух братьев Хираньякашипу, Хираньякша.
Узнав о гибели своих сыновей, охваченные горем, гневом, Дити стала вынашивать планы мести. Когда же я смогу вздохнуть с облегчением, уничтожив этого греховного, жестокого, бессердечного сластолюбца Индру, который с помощью Господа Вишну так безжалостно расправился с моими сыновьями Хираньякши, Хираньякашипу. Тело любого правителя, царя или вождя после смерти обращается в червей, помет или пепел. Как может тот, кто ради сохранения своего бренного тела с жестокостью убивает других, понять настоящий смысл жизни? Это невозможно, ибо он не ведает, что, причинив зло другим, неминуемо попадает в ад. Дити думала, Индра решил, что его тело бессмертно, и потому не знает удержа. Так пусть же у меня родится сын, который излечит Индру от его безумия. Я добьюсь этой цели, чего бы мне это ни стоило. И для того, чтобы наша встреча была более или менее продуктивной, давайте попробуем сделать несколько важных акцентов. Да? Первый уже это прозвучал, что Кришна Бхагавад-гите заявляет, что те, кто на пути преданного служения, он их принимает как святых. მოდით რამდენიმე დასკვნა გავაკეთოთ, რომ პროდუქტიული იყოს ჩვენი შეხვედრა. პირველი არის ის, რომ ბჰაგავად გიტაში კრიშნა ამბობს, რომ ვინც სულიერი განვითარების გზაზეა, ის წმინდანი დაღმქვამს მათ. Очень важно помнить о том, что Кришна точно так же, как к Индре, и к нам расположен. ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ კრიშნა ისევე ზუსტად როგორც ინდრასთან, ისევეა ჩვენს მიმართაც განწყობილი. Второе, на что я хочу обратить особое внимание, что здесь Дити непокорна. მეორე, რასაც მინდა განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციო, რომ აქ დიტი ნიპაკორნა, არ ვიცი ქართულად. Непокорна– это, как это перевести на грузинский язык? Помогите, пожалуйста. არ დაუმორჩილებელია, არ Ага, ემორჩილება. მადლობა. Арари Морчилебаш. Непокорна. Как следствие, хитра и коварна. და მის შედეგად ის არის მზაყვარი და ეშმაკი. Но Кришна дает мудрость чистому преданному, полномочия. მაგრამ კრიშნა წმინდა ერთგულს სიბრძნეს აძლევს და უფლებამოსილებას. Вот Кашьяпа, он имел видение трикалагья. კაშიაპას ჰქონდა ხედვა ტრიკალაგია. И в будущем, ближайшем будущем, в этих стихах это проявится тем, что он будет очень озабочен настроением Дити, но он ей не говорит потом, ах ты какая дрянь. Нет, он просто пытается найти нормальный выход из этого сурового положения. შემდეგ ლექსებში ჩვენ ვნახავთ, რომ ის დამწუხრდება დიტის ამ მდგომარეობის გამო, მაგრამ არ ეუბნება შენ რატომ ხარ ასე. ის ცდილობს, რომ კარგი გამოსავალი იპოვოს ამისგან. Вывод один. Не женитесь на демоницах, пожалуйста. დასკვნა ერთია, ცოლად ნუ მოიყვანთ დემონებს. Это чревато бедой. ჩრევათა ის ნეიკო. Это чревато, это значит, в будущем будет беда. ეს ნიშნავს, რომ მომავალში უბედურებები გვექნება. Она неизбежна. Родятся великие демоны. გარდაუვალია ეს, დაიბადებიან დიადი დემონები. А что принесут они? Очень большое беспокойство, в том числе, в первую очередь, преданным. და რას მოიტანენ ძალიან დიდ აღელვებებს და შეწუხებებს, განსაკუთრებით კი ერთგულებისთვის. Но мы можем учесть одну очень важную деталь, что материнское начало очень могущественно. თუმცა შეგვიძლია გავუთვალისწინოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ დედობრივი საწყისი ძალიან ძლევამოსილია. И мы не можем игнорировать эту силу материнской любви. და ჩვენ ვერ დავაიგნორებთ ამ დედობრივი სიყვარულის ძალას.
Дело в том, что любовь– самая могущественная энергия, საქმე იმაშია, რომ სიყვარული ყველაზე ძლევამოსილი ენერგიაა, самая целительная сила, самая разрушительная сила. ყველაზე განკურნებელი ძალაც და ყველაზე დამანგრეველი ძალაც. Поэтому мы обязаны просто иметь в виду, что святая мать, она всегда святая. ამიტომაც ვალდებულნი ვართ გავითვალისწინოთ, რომ წმინდა დედა ყოველთვის წმინდაა. Поэтому очень важно нам помнить заповеди Господа Брахмы. Матри Дево Бхава, Питри Дево Бхава, Ачарья Дево Бхава, Атитхи Дево Бхава. ამიტომაც Итак, ძალიან მნიშვნელოვანია უფალი ბრაჰმას ეს ტარიკები გვახსოვდეს. Матри Дево Бхава– это значит принимай мать как Бога. მატრი დევო ბჰავა ნიშნავს მიიღე დედა როგორც ღმერთი. Питри Дево Бхава– смотри на отца как на Господа. პიტრი დევო ბჰავა ნიშნავს მამას უყურე როგორც ღმერთს. Ачарья Дево Бхава– это через духовного учителя с нами говорит Бог. აჩარია დევო ბჰავა ნიშნავს, რომ სულიერი მოძღვრის გავლით ჩვენ ღმერთი გვესაუბრება. Атитхи Дево Бхава– это значит, Господь пришел к нам в гости, как гость. ატიტჰი დევო ბჰავა კი ნიშნავს, რომ უფალი მოვიდა ჩვენთან სტუმრის სახით. Поэтому, когда бы ни пришел гость, мы обязаны его встретить как верховную личность Бога. ამიტომაც როცა არ უნდა მოვიდეს სტუმარი, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მას შევხვდეთ როგორც ღმერთს. Конечно, есть одно условие, если мы хотим нравиться Богу. რა თქმა უნდა, ერთი პირობა არის აქ, თუ ჩვენ გვინდა რომ ღმერთს მოწონდეთ. Я думаю, что это полезная штука. ვფიქრობ, ეს სასარგებლო რამაა. Мгм. Итак, начнем с конца теперь. Не женитесь, пожалуйста, на демоницах. ახლა კი ბოლოდან დავიწყოთ, გთხოვთ დემოს მოიყვანთ ცოლად. Потому что можно очень много навредить преданным. რადგან ამით შეიძლება ძალიან ბევრი რამ დაუშავო ერთგულებს. Да. И там впереди такая удивительная история из этой всей вот гневливой тирады. Если бы я сейчас мог, я все это вместе с вами прочитал. Но есть правила, и я ему готов подчиниться. ისეთი საოცარი ისტორია წინ მე რომ შემეძლოს წავიკითხავდი თქვენთან ერთად ამ ყველაფერს, მაგრამ არის წესი და უნდა დავემორჩილოთ. Да, мы обязаны этому. Что еще я могу сделать для себя? Какой вывод? Да? Прежде всего, нужно посмотреть на то, что материнская любовь может перерасти в великую жестокость. ყურადღება უნდა მივაქციოთ ასევე იმას, რომ დედობრივი სიყვარული შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან დიდ სისასტიკეში. Поэтому никогда не гневайте матерей, пожалуйста. ამიტომაც რომ გთხოვთ, არასდროს გააბრაზოთ დედები. У нее есть особая шакти. მას განსაკუთრებული შაქტი აქვს. Когда проклинает материнское сердце, это очень опасное проклятие. როდესაც დედის გული წყევლის, ეს ძალიან საშიში წყევლაა. Они живут чувствами и сердцем. ისინი გულით და გრძნობებით ცხოვრობენ. Может быть, им не хватает мозгов, но это не проблема. შეიძლება ტვინი არ ყოფნით, მაგრამ ეს არ არის პრობლემა. У них есть сердце, მათ აქვთ გული и там живут двое. და იქ ორი ვინმე ცხოვრობს. Душа и сверхдуша. სული და ზესული. И эта сверхдуша за этой душой приглядывает особым образом. და ზესული ამ სულზე განსაკუთრებული სახით მეთვალყურეობს. Если мы разумные люди, мы будем все время думать об этом. თუ ჩვენ გონიერი ადამიანები ვართ, ყოველთვის ვიფიქრებთ ამაზე. И встречая любую женщину, мы будем помнить, что она мать. და ნებისმიერ ქალს როცა შევხვდებით, ჩვენ გვახსოვება, რომ ის დედაა, Или потенциальная мать. ან პოტენციური დედა. Поэтому эта шакти всегда там есть. ამიტომაც ეს შაქტი ყოველთვის არის იქ. Давайте не будем гневать матерей. და მოდით ნუ გავაბრაზებთ დედებს. Потому что очень большая разрушительная сила может прийти. რადგან ძალიან დიდი დამანგრეველი ძალა შეიძლება მოვიდეს.
Но если мы возьмем за оружие слова «Я люблю тебя, мать», მაგრამ თუ ჩვენ იარაღებით ავიღებთ სიტყვებს მე შენ მიყვარხარ დედა, то тогда ее шакти преобразуется во что-то удивительное. მაშინ მისი შაქტი გარდაისახება რაღაც საოცარში. Это будет озеро нектара. ეს იქნება ნექტარის ტბა. В дальнейшем вы увидите и услышите, что у женщин есть какие-то особенности. Здесь Шрила Прабхупада показывает, да, вот, но одно без сомнения ценно, что если уже женщина любит, то ты защищен полностью. შემდეგ ვნახავთ, რომ ქალებს სხვადასხვა განსაკუთრებულობები აქვთ. ერთი აქვთ ის, რომ თუ ქალს უყვარს, მაშინ შენ დაცული ხარ სრულიად. Если вы помните из Махабхараты, там есть один очень важный сюжет, когда Дурьодхана идет к своей маме, чтобы получить благословение, кольчугу, которая будет непробиваема. თუ გახსოვთ, მაჰაფარატაში ერთი საინტერესო სიუჟეტი არის, როდესაც დურიოთანა დედასთან მიდის, რომ მიიღოს წყალობა, რომ მისი სხეული გაუნტარი იყოს, ვერაფერ დააკლოს მის სხეულს. Но есть одно условие тоже. მაგრამ აქაც არის ერთი პირობა. Женщина должна быть целомудренна. ქალი უნდა იყოს უბიცო. Ну вот когда она целомудренна, даже Арджуна боялся эту женщину. და როცა ის უბიცო არჯუნასაც კი ეშინოდა ამ ქალს. Никого не боялся, а Гандхари он боялся. არავის ეშინოდა, მაგრამ განდჰარის ეშინოდა. Потому что это была великая, целомудренная женщина. რადგან ის იყო ძალიან დიადი უბიცო ქალი. Это величайшая мистическая сила находится в целомудренной женщине. უბიცო ქალში არის უდიადესი მისტიური ძალა. И она среди немногих, это мать Гандхари, кого Вселенная боготворит, как целомудренную жену. და ძალიან ცოტა არის და მათ შორის არის უბრალოდ დედა განდჰარი, რომელსაც სამყარო აღიარებს როგორც უბიცო ქალს. Если взять жену Раваны, то же самое, она считается одной из целомудреннейших женщин. Мандодари, по-моему, ее звали, да? И რავანას სოლის მანდოდარიც ითვლება ერთ-ერთ უბიცო ქალად უდიადეს. представьте себе, кто защищал Равану, целомудрие жены? და ვინ იცავდა რავანას სოლის უბიცოება? Не только то, что он был сыном Брахмана и демона, არა მხოლოდ ის, რომ დემონის და ბრაჰმანის შვილი იყო. и даже не то, что он был очень образованный. არც ის, რომ ის ძალიან განათლებული იყო. Нет, у него была очень целомудренная жена. არა, მას ძალიან უბიცო ქალი ჰყავდა. ცოლი. Поэтому она была бастионом для него, непреодолимым бастионом. ამიტომაც ის მისთვის გადაულახავი ბასტიონი იყო. Поэтому вот знания, которые нам Господь дает из Шримад Бхагаватам, их переоценить невозможно. ამიტომაც ის ცოდნა, რასაც გვაძლევს უფალი შრიმად ბჰაგავატამიდან, ვერ გადავაფასებთ. Какой вывод мы еще можем сделать, что никогда, ни при каких обстоятельствах, какими бы они ни были тяжелыми, мы ни в коем случае не должны давать себе право оказаться в гоне невежества и страсти. კიდევ შეგვიძლია გავაკეთოთ ის დასკვნა, რომ რა რთულ სიტუაციაშიც არ უნდა აღმოჩნდეთ, საკუთარ თავს არ უნდა მივცეთ უფლება, რომ უმეცრების ან ნების გუნდაში აღმოჩნდეთ. Покорность и преданность, то, что от нас ожидается. მორჩილება და ერთგულება ეს უნდა გქონდეს. В Бхагавад-гите Господь говорит устами Шрилы Прабхупады, комментируя 10 главе начала текста 17, он говорит, что когда есть два качества, покорность и преданность, даршан Верховной Личности Бога гарантирован. ბჰაგავად-გიტას კომენტარებში შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ როდესაც ორი რამ არის მორჩილება და ერთგულება, მაშინ უზენაესი უფლის დარშანი გარანტირებული გვაქვს. Что же еще нужно будет, если мы получим тот самый даршан? მეტი რაღა გვჭირდება თუ ამ დარშანს მივიღებთ?
Если при Даршине Тхруа Махарадж получил все, что хотел, и даже больше. თუ დარჩენისას რთუა მაჰარაჯამ მიიღო ყველაფერი რაც სურდა და უფრო მეტიც. Мы должны помнить о том, что у нас есть не очень чистые мотивы, и нас иногда стыдят, говорят, что не проси у Кришны это, не проси это, не проси это. А с кем мне пройти эти ступени своего совершенства? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ არც ისე წმინდა მოტივები გვაქვს და ზოგჯერ გვეუბნებიან ართხოვო კრიშნას ეს ართხოვო ის და მაშინ ვისთან გავიარო მე ეს სრულყოფილების სტადიები. Где я должен разочароваться? Без Кришны? სად უნდა გამიცრუდეს იმედი კრიშნას გარეშე? Это невозможно. Меня увлечет еще больше. ეს შეუძლებელია, მე კიდევ უფრო გამიტაცებს ეს ყველაფერი. Пожалуйста, давайте посмотрим, что сделал Тхруа Махарадж и что Кришна сделал с ним. ამიტომაც მოდით ვნახოთ რა გააკეთა თრუა მაჰარაჯამ და კრიშნამ რა გაუკეთა მას. Он подарил ему планету, მას პლანეტა აშუქა, которая не уничтожается пралае. რომელიც პრალაეთი არ ნადგურდება. И сам Господь живет на этой планете. და თავადუფალი ცხოვრობს ამ პლანეტაზე. Но самое удивительное другое. У него мотивы были не самые лучшие, когда он начал медитировать. მაგრამ ყველაზე საოცარი ის არის, რომ თლად საუკეთესო მოტივები არ ჰქონია მას, როდესაც მედიტირება დაიწყო. Общее правило очень хорошее явление, ზოგადი წესი ძალიან კარგი რამ არის, но есть исключения. მაგრამ არის გამონაკლისებიც. И каждый из нас это исключение. და ყოველი ჩვენგანი გამონაკლისია. У нас очень индивидуальные отношения с Богом. ჩვენ ძალიან ინდივიდუალური ურთიერთობები გვაქვს ღმერთთან. Колхозом в духовный мир никто не попадет. კოლხოზით სულიერი სამყაროში ვერავინ მოხვდება, Только индивидуально. მარტო ინდივიდუალურად. Поэтому давайте попробуем всегда, помогая друг другу, подводя к алтарю, давая духовную энергию, просто мысленно хотя бы помогая тем, что тебя любит Бог, и я тебя тоже люблю. В эфире я тебе этого не скажу, но ты чувствуешь, что я здесь рядом, я за тебя. ამიტომაც მოდით ერთმანეთს დავეხმაროთ, მივიყვანოთ ალტართან და ვუთხრათ, რომ შენ ღმერთსაც უყვარხარ და მეც მიყვარხარ. Но я тебе не скажу об этом. მაგრამ მე არ გეტყვი ამის შესახებ, Но думать буду именно так. მაგრამ ზუსტად ასე ვიფიქრებ. Пусть это тебе поможет. და ამან დაგეხმაროს. И у тебя появится желание опереться на меня. და შენ გაგიჩნდება სურვილი, რომ მე დამეყრდნო. Почувствуешь тепло сердца. იგრძნობ გულის სითბოს. Поэтому задача наша в том, чтобы научиться на нескольких уровнях это делать. Шри Ишупанишад нам говорит о том, что мы не должны быть причиной беспокойства ни действиями своего тела, ни мыслями своего ума и не своими словами. Но дело в том, что этими же мыслями мы можем поддержать, а не причинять беспокойство. შრიჟოპანიშადი გვეუბნება, რომ ჩვენ არ უნდა შევაწუხოთ სხვები არც ქმედებებით, არც სიტყვებით და არც ფიქრებით. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად მხარი დავუჭიროთ ფიქრებით მათ. Да, я за тебя. დიახ, მე შენთან ვარ. Я за тебя. Я не შენს просто рядом с тобой, я за тебя, я болельщик твой. მე შენი გულშემატკივარი ვარ. Да. Это вот то, что помогает нам продвинуться к стопам Верховной Личности Бога. А все остальное, игры ведет Он сам. Он нас научит, какой игре мы должны участвовать. ეს არის ის, რაც გვეხმარება უზენაესობას მიუახლოვდეთ და დანარჩენი თამაშებია, რომლებშიც უგონაწილეობთ. И сценарист, и режиссер, и декоратор Верховная Личность Бога. სცენარისტიც, რეჟისორიც და დეკორატორიც არის უზენაესი უფალი. Итак, мы должны бояться быть под руководством гнева, невежества, да? ამგვარად ჩვენ უნდა გვეშინოდეს, რომ ხელმძღვანელობდეთ ბრაზით, უმეცრებით. Мы не должны быть скупыми, жадными.
არ უნდა ვიყოთ ძუნწები И не должны друг на друга смотреть с вожделением. და ერთმანეთს უნებით არ უნდა ვუყურებდეთ. Вожделение, гнев и жадность, говорит Господь, трое врат, ведущих в ад. უფალი ამბობს, რომ ნება, ბრაზი და სიხარული არის სამი კარები, რომელიცაც ჯოჯოხეთში მივყავართ. Идите сейчас на границы, как раз у ворот ада. და დიეტი ახლა ზუსტად ამ საზღვარზეა ჯოჯოხეთის კარებთან. Почему? Потому что она в гневе наносит тягчайшие оскорбления Господу Индре. რადგან გაბრაზებული ის ძალიან დიდ შეურაცხყოფებს აყენებს უფალ ინდრას. Но она в хорошем положении, пока переживать не стоит, потому что у нее великий муж. მაგრამ ის კარგ მდგომარეობაშია, არ ღირს ჯერ დარდი, რადგან მას დიადი ქმარი ყავს. И он найдет способ спасти ее. და ის იპოვის საშუალებას მის გადასარჩენად. Итак, никаких разводов. ამგვარად არანაირი განქორწინება. Мы должны находить способ нести свое бремя. ჩვენ უნდა პოულობდეთ ჩვენ საშუალებას, რომ ჩვენ თვირთი ვატაროთ. И это короткое путешествие от рождения до смерти мы должны выработать очень высокую нравственность. ამ მოკლე მოგზაურობაში დამატებიდან სიკვდილამდე ჩვენ ძალიან დიდი ზნეობრიობა უნდა გამოვიმუშაოთ. Все остальное останется здесь, а это с нами уйдет. დანარჩენი აქ დარჩება და ეს ჩვენ გაგვყვება. В 11-й песне Шримад Бхагавата мы столкнемся с очень ярким откровением, что оказывается ум, во-первых, это отражение души. შრიმად ფაგავატამის მე-11 სიმღერაში ჩვენ გავიხსნება ის, რომ ჭკუა არის სულის ანარეკლი. А эти тела или эта карма формируются от мыслей, желаний, мотивов, деяний в прошлом. და ეს სხეული ან ეს კარმა ფორმირდება ფიქრებით, სურვილებით, მოტივებით, ქმედებებით წარსულში. Вот, я знаю, что Шиби, он большое тело имеет, я ему всегда завидовал. ვიცი რომ შების დიდი სხეული აქვს და სულ მშორდა მისი. Он выше меня был ростом, всегда. ყოველთვის ჩემზე მაღალი იყო. Я думал, если когда-нибудь мне придется с ним подраться, первое, что я сделаю, согну его пополам, чтобы по челюсти дать. ფიქრობდი, როცა თუ ჭკუები მომიწევს მასთან პირველი, რასაც ვიტყვი ვიზავდი მოვხრიდი შუაზე, რომ შეძლო დარტყმა. Потом я отказался от этой идеи, потому что Кришне это не понравится. შემდეგ უარი ვთქვი ამ იდეაზე, რადგან კრიშნას ეს არ მოეწონება. Я решил его признать. და გადავწყვიტე ვაღიარო ის. Оказывается, у него куча хороших качеств. და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი კარგი თვისებები აქვს მას. Он готовит великолепный хачапури. ძალიან შესანიშნავ ხაჭაპურის ამზადებს. Итак, давайте медитировать на хорошие качества друг друга. ამგვარად მოდით ერთმანეთის კარგ თვისებებზე ვიმედიტიროთ. У Индры много хороших качеств. ინდრას ბევრი კარგი თვისება აქვს. Но Дити была ослеплена гневом и горем и не смогла их увидеть. მაგრამ დიტი დაბრმავებული იყო ბრაზით და მწუხარებით და ვერ შეძლო ამ თვისებების ნახვა. У нас есть шанс не попадать под влияние гнева и горя. და ჩვენ გვაქვს შანსი არ მოვხვდეთ ბრაზის და მწუხარების გავლენაში И оказаться около ворот ада. და ჯოჯოხეთის კარებთან არ აღმოჩნდეთ. Не обязательно, что рядом с нами будет великая душа. და აუცილებელი არ არის, რომ ჩვენს გვერდით ღიადი სული იქნება. Харе Кришна, вся слава Шриле Прабхупаде, Шримад Бхагаватам. А вам счастья. Могу ли я поинтересоваться, какие впечатления заберете из Шримад Бхагаватам сегодня? Мне это очень важно и интересно. ძალიან მაინტერესებს რა შთაბეჭდილებებს წაიღებთ დღეს შრიმად ბჰაგავატამიდან. მნიშვნელოვანია ჩემთვის ძალიან და საინტერესო. У меня есть одно волшебное слово. Сейчас прозвучит. Пожалуйста. მე მაქვს ერთი ჯადოსნური სიტყვა, ახლა გაჟღერდება. გთხოვთ. Харе Кришна. Да. Харе Кришна. შეკითხვა შეიძლება?
Сейчас, подожди, я приму какое-то особое положение. Это... Да. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ დიტი ბუნებრივად რო ყოფილიყო ესეთ მდგომარეობაში, ხო? ბედნიერად Мгм. იგრძნობდაო თავსო და აი მაგი მართალი რო გითხრა ვერ გავიგე რა. პრინციპში აი დედა რომელსაც ორი შვილი მოუკლეს, ხო? ბუნებრივად არ უნდა ყოფილიყო გაბრაზებული და შურით შურზიების ჟინით ახსავსე ინდრასადმი. აი უბრალოდ რა იგულისხმეთ ეგ მაინტერესებს. Очень хорошо. Вопрос классный. Видимо, я не доработал. Простите, пожалуйста. ანუ Да. შეკითხვა იყო აა, თქვენ თქვით რომ აა, ანუ პრინციპში შეკითხვა ქართულად იყო. ძალიან კარგი შეკითხვა, ეთყობა სწორად ვერ ახსენ. Смотрите, мы говорили о том, что Дити была необычная женщина. Она была очень образованная и была за очень великой душой замужем. ჩვენ თქვით რომ დიტი ძალიან განათლებული ქალი იყო და ძალიან დიადი სულის ცოლი. И если мы вспомним Шримад Бхагавад-гиту, как Господь выговаривает Арджуне, как эта скверна могла коснуться тебя. Помните об этом? გახსოვთ ბჰაგავად გიტაში კრიშნა არჯუნას ეუბნება ეს სიბინძურე როგორ შეგავ. Если взять как пример Драупади, помните, да? Драупади, она простила Ашватхаму. რაუპადის მაგალითი რომ ავიღოთ, მან აპატია აშვათამას. Почему? Она проявила покорность. რადგან მან მორჩილება გამოავლინა. Она проявила покорность перед сценаристом, режиссером всей нашей жизни. მან გამოავლინა მორჩილება სცენარისტის და რეჟისორის მთელი ჩვენი ცხოვრების. Дити проявит покорность, но დიტი но с умыслом, коварством, хитростью. დიტი გამოავლეს მორჩილებას, მაგრამ მზაკრულად და ძვირად. Но если бы она проявляла это естественно, она была бы счастлива. მაგრამ ეს რომ ბუნებრივად გამოევლინა, მაშინ ბედნიერი იქნებოდა. Тогда гнев не коснулся бы ее сердца. მაშინ ბრაზი არ შეეხებოდა მის გულს. Было бы сожаление, глубокое горе, в котором Кришна дал бы утешение. იქნებოდა დამწუხრება, დიდი დარდი, სადაც კრიშნა სიმშვიდეს მისცემდა. Но не было бы разрушительного гнева. მაგრამ დამანგრეველი ბრაზი არ იქნებოდა. Шри Кришна как говорит, созерцая объекты чувств, у нас возникает привязанность к ним. Из привязанности возрождается вожделение, да, появляется. А неудовлетворенное вожделение приводит к гневу. И вот вопрос, была ли чиста эта любовь? კრიშნა ამბობს, რომ როცა გრძნობათა ობიექტებს ვეხებით, გვიჩნდება მიჯაჭვულობა, შემდეგ უნება დაუკმაყოფილებელი უნებიდან კი წარმოიშობა ბრაზი და ახლა ვნახოთ თუ ეს სიყვარული წმინდა იყო. Это была привязанность к детям. ეს იყო მიჯაჭვულობა ბავშვების მიმართ. Но божественного там ничего не было. მაგრამ ღვთაებრივი იქ არაფერი იყო. Хотя муж у нее был божественным. მაგრამ ქმარი ღვთაებრივი ყავდა. И дальше, когда мы будем внимательно изучать эти темы, там Шрила Прабхупада конкретно, очень подробно объясняет, какое положение занимает та или иная джива, и как женщина должна воспринимать такого мужа, как Бога. შემდეგ როცა ვნახავთ შრილა პრაბჰუპადა ძალიან დეტალურად ხსნის კომენტარებში რა მდგომარეობა უნდა იკავებდეს ქალი და ქმარს რომ ღმერთივით უნდა უყურებდეს. Горе и гнев между собой, они два разных совершенно ипостаси, две სუქარება და совершенно разные энергии. ბრაზი ორი სრულიად სხვადასხვა ეპოსტასია და ენერგია. Поэтому на горе, естественно, у матери есть право. ამიტომაც რა თქმა უნდა მწუხარების ბაზე დედას აქვს უფლება. Но она демоница. Она решила отомстить. მაგრამ ის დემონია, რადგან გადაწყვიტა შური ეძია.
И вот здесь самое удивительное вот будет вещь, что ее 49 марутов, они полубогами станут. Это там была мистическая сила Кашьяпы Муни. და ყველაზე საინტერესო საოცარი ის არის, რომ 59 მარუტები, რომელსაც ტიტი გააჩენს, ნახევარღმერთები გახდებიან და ეს ზუსტად И она будет удовлетворена. და ის კმაყოფილი იქნება. Но перед этим она должна будет пройти очень серьезную аскезу целый год. მაგრამ აქამდე ძალიან სერიოზული ასკეზის გავლა მოუწევს მთელი წელი. Итак, я очень надеюсь, что это в какой-то степени ответ на ваш вопрос. დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც კუთხით არის ეს პასუხი თქვენს შეკითხვას. დიდი მადლობა, როგორ არ არის, какой-то степени კი არა, досконально отвечает. Харе Кришна. Харе Кришна, благодарю вас. А какое впечатление заберете с собой? მე მეკითხებით? Да. მე ორი ის გამახსენდა, აი თქვენ რო თქვით, რომ აუკნიცათ, ატკლიკნიცაო, ხო, ქართველებს ესეთი ანდაზა გვაქვს, რომ ბოროტის ზრახველისათვის უფრო უარესიაო. და მეორე შეიძლება ამის ანალოგი არ იყოს, მაგრამ მეორეც გამახსენდა, ქვევს რასაც ჩასძახებ, იმას ამოგძახებსო რა. Вот это и есть как раз. კი ბატონო. და კიდე რას წავიღებ, იმას წავიღებ, რომ მომეწონა ძალიან ის გამოთქმა, რომ პიროვნება, რომელიცო მეტის მეტად არის, რომ სხეულს ცნობიერებას მიჯაჭვული, უთუოდ გონება ნაკლულიაო. აი ეგ მომეწონა. კიდე მომეწონა ის, რომ ის ვინც სიცოცხლეზე სხეულშევი შეხედულობებით ხელმძღვანელობსო, ძროხასთან და ვირთან არის შედარებულიო, ეგ მომეწონა. კიდე ის მომეწონა, რომ კრიშნა ბჰაგავატ გიტაში აცხადებსო, რომ ყველა ვინც ერთგულების გზაზე დგას, წმინდანად ვიღებო, ხო? ეგ თქვით კიდე. ძალიან საინტერესოა ეგ, რომ ერთგულების გზაზეც რო დგეხარ, მაშინაც წმინდანად გთulis კრიშნა. კიდე ის მომეწონა, რომ აი ის რო ახსენეთ, ბრაჰმა სამჰიტა იყო, ხო, მე მგონი, მატრა დევო, პიტრი დევო და კიდე აღარ მახსოვს, მაგრამ რომ დედა ღმერთად უნდა მიიღო, მამა ღმერთად უნდა მიიღო, სულიერი მოძღვარი ღმერთად უნდა მიიღო და სტუმარი კიდე ღვთისაა. ქართველებს აგვაქვს ეგ გამოთქმაც. Да. და კიდე ერთი რამესაც დავამატებ, თუნებას მოცემთ, ის მომეწონა, რომ რამ მდგომარეობაშიც არ უნდა აღმოჩნდესო, საკუთარ თავს უფლება არ უნდა მივცეთო, რომ ვნებისა და უგუნურების მოდუში აღმოჩნდეთ, ხო? იმიტომ რომ ანუ ბრაზი და კიდე რა იყო სამი კარი რა იყო ჩვენშოხეთის? Это вожделение, гнев и жадность. Вожделение, гнев и жадность. А ეს მომეწონა ყველაფერი. Харе Кришна, მადლობა დიდი. Харе Кришна. Здесь еще есть один важный момент. В грузинском языке есть поговорка очень хорошая. Хари хартан дадио, анзнесицви санчуевасу. ан персао. Перс? ხარი ხართან, დიახ, ხარი ხართან დააბი ან ზნესიცვლისო, ზნე უკვე ჩვევაა და ან ფერს შეიცვლის რა. Так вот, дружите с преданными, пожалуйста, больше ни с кем. Это важно. Окей, благодарю вас. Чьи еще впечатления могут прозвучать, пожалуйста? Я специально оставил время, чтобы услышать именно вас. Я же тоже человек, который пытается стать лучше. კიდევ ვინმე ხომ არ უნდა გააზიაროს სპეციალურად დავტოვოთ დრო, რომ ზუსტად თქვენ მისმინოთ. Харе Кришна. Мне вот понравилось, что ли, как вы говорили о силе женщины, о силе матери, какая она могущественная. Я предполагала, но не настолько, видимо,
то даже ее сила даже может быть разрушительной, смотря в какой гуне она там находится. И благословления тоже имеют большую роль. Не роль, а ну, большой процент исполнения в это самое. В общем, вот это вот очень меня задело как-то. И проклятие матери тоже очень опасное. Вот и вы привели примеры вот с женщинами, ну, женщинами, ну да, женщинами Гандхари и так далее, жену Раваны, что именно вот их благочестие и целомудрие их защищало мужей, какие бы они демонами не были, да, вот все равно вот даже вот в таком случае она вот имела силу защитить своего мужа. И именно вот это их защищало. Вот это меня очень это сделало. Благодарю вас. Вот этот... Если еще вспомнить Джаландхара, великого демона, кто его Да. защищал? Вринда. Туласи. Вринда Деви, да. Туласи Деви, да. Да, это тоже мне пришло на ум, когда вы говорили о них. Поэтому единственное, что нужно, это вырастить благочестивую, целомудренную женщину. И все будет хорошо. Да. Но, к сожалению, сейчас такой век Кали. Такую женщину очень трудно найти. А зачем ее искать? Ее надо вырастить. Все равно трудно вырастить. Какая бы семья Ну, была, это я не знаю, от чего зависит. скажите, что такое слово «трудно»? Это «не хочу», да? Э, я не знаю, от чего зависит, что вырас... Вот я могу привести пример, например. Когда я жила в Грузии, у меня соседи были, две женщины. Они никогда не были замужем. Я никогда не видела, чтобы к ним какие-то мужики ходили. То есть они были благочестивые, целомудренные, могу я так сказать. Мои соседи были, напротив жили. И они были педагогами в университете. Так как у них не было мужей, они уже были взрослые женщины, они решили взять маленького ребенка на воспитание. Но я не думаю, что они ее плохо воспитывали. Она выросла очень плохой девочкой, она их била потом, она их ругала потом, пила много и так далее, и так далее, и так далее. Не буду сейчас я. Так Ну, что я не могу как, понять, сви- как как вот. связать одно с другим? Там про Кришну ничего не было абсолютно. Да, но они ее же так не воспитывали, правильно? Они Я не знаю, как они воспитывали ее, и вы не знаете. Мы видим только то, что снаружи. Ну, в общем, я не знаю, насколько это зависит от воспитания. Просто, да, ладно, я могу взять другой пример. Мой дядя, личный дядя моего папы, брат, он педагог, жена педагог. В школе они это самое. Трое детей. Одни же люди воспитывают. Один это самое, как его, одна врач, вот сейчас врач она, вторая тоже там экономист, а третий наркоман. А скажите, эти педагоги чему учат? Но они же вот всех учили одному. Но из двух, Чему? ну, быть правильными, честными, А, благородными, я не знаю. как это понять? Где это? В какой гуне природы это находится? Это я в их семье не жила. Тогда мы эту тему опустим. Почему я говорю? Вот трое детей, двое нормальные, один нет. То есть я не... Можно? И можно в связи с этим я что-то добавлю из вчерашней лекции Бхагаватам. Вчера вот Разумеется. Акшаджа Прабху. Можно, да, Паджания Прабху? Разумеется, конечно. Там это Акшаджа Прабху говорил насчет вот демонов и полубогов, что в Сатья-югу они жили на разные полюсы, да, Трета-юге они уже на один планете жили, в Двапара-юге в один дом и в Кали-юге в одно целое, да, они проявляются. В этом ничего это удивительного, что в одной семье
несмотря на то, что они растились вместе, да, они проявляли демонические и божественные качества. Харе Кришна. Окей, раз и такая пьянка пошла, я еще добавлю, что есть 5 видов сыновей. И только один из этих 5 является благословением. Из 5 этих, чего? да, 5 видов сыновей. Сыновей. Да. И только один благочестивый, который является благословением. Остальные это те, которые мы задолжали в прошлой жизни, те, которые должны нам причинить беспокойство. Это демонические качества могут быть. Там есть, к сожалению, моя трухлявая память не зацепила все как нужно, поэтому спекулировать не буду. Но если захотите понять, какие типы сыновей существуют, я уверен, ваш проницательный ум сможет дойти и узнать, что это за явление. Это нелинейное мышление. И преподаватель, это еще не значит, что он благочестивый человек. Преподаватель – это просто система мышления. Он может преподать, но на что он опирается и чему посвящает свои усилия, это важно. Шри Кришна говорит: посвящай все мне. А кому посвящали эти люди, мне неведомо, и вам тоже. Поэтому копаться в этой кармической корзине бессмысленно. Это надо принять, молиться, очищать, очищаться, 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 учитывая то, что мы связаны незримо, связаны нитями ума и сердца с этими живыми существами. Если человек не очищается, его потенциала по карме может не хватить для того, чтобы вот этого демонического наркомана привести в порядок. Ну, Поэтому упор делается на очищение матаджи, а не логическое мышление. Логика нас заведет в тупик. В какой гуне природы эти люди жили, нам неведомо. Кому поклонялись, неведомо. Что они вообще считали хорошим и плохим, неведомо. Какой смысл ковыряться в этом? Тема не это была, конечно. Я почему их привела сейчас в пример, я даже не знаю. Я хотела сказать, что в одной семье могут рождаться разные люди. Это я хотела сказать. Там, Да, это правда. это я хотела Поэтому сказать. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: если бы я был уверен, что все дети, которые родятся от моего соития с женщинами, я бы имел секс неограниченное количество раз, если бы я был уверен, что они все будут чистые и преданные Господа. Да, да, да. Это Вот. акцент был там, не то, что кто они и кем являются. Акцент был совсем в другом направлении. Просто о силе женщины, вот насколько она благочестива, настолько вот и сила защиты ее велика. Вот это вот меня очень из вашей напомнило лишний раз. Благодарю вас, Харе Кришна, очень благодарен. Спасибо. Харе Кришна. Да, Мададжи, Спасибо за лекцию. Простите, я без видео. все хорошо. Вас и так видно. У вас такой нимб золотой. Вот. Я хотела два момента. Один момент меня очень тронул. То, что мы эманируем, то, что от нас исходит, этим мы и дышим. Это удивительное сравнение. Второй момент, очень важный в личностях видеть душу и сверхдушу. Это единственное, что нас может спасать на этом пути. Потому что нет доверия даже мужу. Тот же Кащапа Муни, он, когда поддался Дити, ее вот этим желаниям, Коварным идеям. не-не-не, в прошлом ее желаниям, тогда и пришли Хираньякашипу и Хираньяякша, когда он не смог сдержаться, и родились такие личности. И сама Дити тут забыла,
какие они демоничные беспокойства приносили всей Вселенной, оба ее сына. Тут она опирается только на свои чувства, эмоции, и понятно. Но и хороший пример, когда он поддается ее соблазнам, кто рождается? Но в будущем мы в стихах увидим, не поддавшись, а постараться ее направить к Богу, кто раз, да, и что происходит, какие результаты приходят, полубоги. Это важный момент. И для того, чтобы быть 1000000% идти по этому пути и действительно не поддаться своим эмоциям, опираться на Бога, как вы говорили, что Господь все время с нами, это Он нас ведет всю жизнь. Помнить, что Он рядом, и стараться Его удовлетворить, помнить, что Ему нравится, что Ему хочется. Тогда это 100% никогда не ошибешься. Вот этот момент очень важный. Ари Кришна, большое спасибо. Благодарю. Будут ли Можно еще? я тоже еще один вещь добавлю? Да, конечно. Мне вот еще понравился очень, что там было сказано, что Кашьяпа Муни, как хороший муж, всегда найдет выход из затруднительного положения для своей жены. Харе Кришна. В Да, прошлом он его не нашел, Бхактивинод Прабху. И родились такие демоны. окей. Ну что, приятно, благодарю за такой многогранный подход к вопросу. Есть ли еще желающие как-то украсить этот эфир своими впечатлениями? Пожалуйста. Шиби Прабху, у тебя есть впечатление? Шиби Прабху сейчас живет вместе с кем-то, да, и в комнате очень рано у них в Германии не могут жить, говорить. Харе Кришна. Ага, в Германии? Да, да, он в Германии находится. Как тебя туда занесло, мой друг? Хачапурная открыта там уже, нет? Ладно, благодарю вас. Вот великий переводчик. У вас есть впечатление? Да, есть, спасибо большое. Очень глубокое размышление, погружение. И много чего понравилось. А единственное, то, что вы упомянули, когда у нас есть, мы иногда говорим, что не надо просить Бога, да, какие-то другие вещи. Но если у человека есть какие-то желания, что тогда, да, делать? И как пройти это все? И правда, вот у Махараджа у него вообще другие мотивы были. Но Господь все равно принял и дал и то, что хотел, даже больше. И больше дал, да, вот он с ним остался и стал его преданным. Поэтому важный момент, чтобы человек должен пройти эти этапы. Не надо просто это Вместе уничтожать. с Кришной, вместе с Кришной Да, пройти. да, спасибо. Ари Я Кришна, очень можно благодарен. Да, Матаджи? вот как раз Рады Бушина Прабху, что сказал я, во время лекции думала как раз об этом, как удивительно, вот этот момент именно, что привел к моим остальным размышлениям. И мы всегда слышали, и в лекции есть в стихах Бхагаватам, что, в Гите, когда если мы чего-то просим у Кришны, потом он таким образом их исполняет, что потом у тебя не бывает желания просить у него что-либо. И всегда это пугало, всегда. И потом я один комментарий прочитала, и они так это хорошо скомментировали, и этому наглядный пример Тхруба Махарадж. Он так это исполняет, что ты удовлетворяешься духовно, что у тебя потом уже больше таких желаний не бывает. В таком контексте. И Тхрува Махарадж, хотя он все, что хотел, получил, но у него больше этих желаний не было, потому что он увидел нечто большее. У него был даршан Господа. И вот это удивительно. Ари Кришна, спасибо. Я вам благодарен. Это именно то, что хотел подчеркнуть жирно. iPhone 2, Иракли. Харе Кришна. Ваша рука видна. Я еще появился, да, вот
я просто забил, да, и у меня вопрос был такой, что вот когда я услышал сегодняшний стих, и там было очень конкретное заявление, что Господь Вишну, да, ради Кришны убил два брата демона. И там ничего Ради не Индры. было. Ради Индры. Ради Индры. Индры, да, 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 ради Индры убил этих демонов, да, но ничего не сказано насчет прохлада Махараджа, потому что Господь Нрисимха Дева, да, я всегда так думал, что ради прохлады Махараджа в первую очередь, да, явился, так? Так же, или как вы это вот толкуете, можно, да? А можно я не буду вообще толковать? Потому что это временная такая очень интересная яма. Не, Иногда нет, бывает, я просто неправильное русское слово использовал, извиняюсь, Харе Кришна. Просто как вы это видите, я имел в виду. вот смотрите, в моей жизни, например, да, когда Кришна что-то делает, он одним поступком делает сразу много дел. Поэтому думать о том, что только ради прохлады он пришел, наверное, не стоит. Может быть, пришел ради Хираньякашипу тоже. Потому что кто такой Хираньякашипу? Я. Правильно, да. То есть ему был дан выбор. Нам рекомендуется полное знание обрести. И через призму этого вот озера большого знания мы можем тогда правильно сориентироваться. Не только ради прохлады, да, мы поспеваем прохлада Лада Дайене. Да, ради прохлады он явился. Но какие еще побочные цели были? Мы же ничего об этом не знаем. И вот сейчас как раз в Шримад Бхагаватаме проявляется, оказывается, что не только ради прохлады он пришел, ради Хираньякашипы и Хираньякша тоже он пришел. Он же обещал, что только 3 рождения будет, да? Телах демонов, а потом вернуться домой. И вот одно из них это было Хираньякашипу и Хираньякша. Джай Виджай. Я так это вижу. Не Да, только, здорово. не только ради прохлады, а ради именно этого демона тоже пришел. Харе Кришна. Харе Кришна. А я Харе вот Кришна. хотела, знаете, сказать, что нужно и мужей тоже выбирать лучше в сознании Кришны, ну, потому что Таких как Ашьяпа. женщины, а, да, такие как Кашьяпа, потому что женщина может действительно впасть в гнев, а, потому что у нее эмоции на первом месте. И слава богу, что у нее был такой замечательный муж. И нам тоже надо всем выбирать мужья преданных. Харе Кришна. Без сомнения, конечно. И женщина удивительные шакти имеет. Она может из героя сделать чучело. Она огонь. Но может сделать из чучела героя, если прикроет этот открытый огонь стыдом целомудрия. Тогда она греет. И вот это огонь, который у нее там горит, он может заставить любого мужчину стать героем. Любого. Вот так. Так что это не одностороннее движение. Да, спасибо вам за такую замечательную лекцию. Благодарю. Харе Кришна. Харе Кришна. Матаджи, это с лотосом на голове. А, Харе Кришна. Харе Кришна, я извиняюсь, в первую очередь примите мои поклоны смиренные. Я просто хотела отметить один момент, над чем задумалась, когда вы как бы раскрывали эти темы. Вы вспомнили, что Кришна говорит нам в Бхагавад-гите, что он любого, кто вступает на путь преданного служения, воспринимает как святых. И это как бы навело меня на то мысль, что насколько нам нужно быть осторожными, даже в О, да. этой присущей, как бы вложенной в наш ум привычке критиковать. Да, мы даже не воспринимаем это как критику иногда. Да, мы думаем, что вот
под соусом улучшения чего-то мы начинаем фактически критиковать. Это иногда не имеет такое очень выраженное форму критики, но все-таки это критика. Ну, И оценка, так, да, оценка. оценивать начинаем, да, как бы из благих намерений что-то исправить и улучшить. И это очень важно, чтобы мы вот в этой отношении работали над своими качествами и над своими как бы а, отношением к другим. И еще один момент я хотела отметить, если позволите. Конечно. Вот Радхапава Матаджи упомянула насчет мудреца Кашьяпы, что он однажды поддался как бы настроению детей, и оттуда родились Хиранья Кашипу и Хиранья Якша. Но здесь она, по-моему, забыла, что он обладает трилогией, видением, да? Видением прошлого, настоящего и будущего. И он увидел план Кришны, что в их тела должны были воплотиться два великих преданных. Так что это не ошибка его, а он играл по сценарию, так сказать, я бы сказала. Спасибо. Великая роль, главная роль. Да, да, обязательно. Он же, если бы его не было таким возвышенным душем, наверное, было бы сложно воплотиться. Ну, не знаю, это по плану было все-таки. Господа, не буду разбирать это все. Но здесь я не вижу его ошибки. Просто я хотела это Вы подчеркнуть. святая. Харе Я бы так, Кришна, спасибо. я бы так много хорошего не сказал. Можно сказать. Эти выводы мы делаем из комментариев Шилы Прабхупады, а для того, чтобы такие игры случались, не зря берутся соответствующие личности. Там могло быть ее мужем такая личность, которая не поддался бы. Именно там, где есть треснуто, откуда может протекать вода, таких личностей и выбирают. Поэтому не случайно такая личность стала мужем, понимая Господь, что эта лила сумеет пройти, потому что у него есть эта склонность поддаться. Если бы этой склонности не было, Кришна и не выбрал бы его на эту роль. Поэтому есть эта слабость. Очень хорошо. Обратите внимание, как мы быстро очищаемся, да, правда? Поэтому Кришна Катха, Шримад Бхагават – это сам Господь. Поэтому, если хотите обнять Кришну, обнимите Бхагаватам. Уверяю Еще, вас, результат будет тем же. еще все начали уже взвешивать наши размышления, осуждения и так далее. Ну, есть Окей, еще один момент, если можно сказать, поделиться по конечно. этому поводу. Но иногда, Кришна, просто иллюзорная энергия так действует, что человек поддается таким высшим, как, например, Арджуна или другие примеры есть, и это Кришна специально свою энергию так пускает, например, к преданным даже свою внутреннюю энергию так задействует, чтобы человек какие-то моменты создало, чтобы было произойти. Даже Господь Шива подвержен был, потому что он хотел увидеть Мохини Мурти, он и увидел, и потерял голову. Да. Поэтому это все по милости Верховной Личности Бога. Шахматная доска целиком принадлежит Ему. Позвольте вас поблагодарить сердечно за сегодняшнюю встречу. Я сегодня на Даршан пойду к Шиширатха Матхаве и поблагодарю их за эту встречу. Удачи вам, здоровья, счастья, Шри Прабхупаде слава. Харе Кришна. Благодарю Поклони вас. от нас, Шри Радха Мадхаве. Харе Кришна. Окей, обещаю от вас лично, Иракли, обязательно. Харе Кришна, от нас, от всех. Все хорошо, так договорились. Всего Харе вам Кришна. самого доброго, Харе Кришна. Харе Hare Кришна. Krishna. Chaitanya Maharaj Prabhu ki jai, Srila Jai, Prabhupada ki jai, Gaur jai. Premanandi Hari Bol. Харе Кришна. Харе Кришна.